Нуман Челебеджихан – крымский татарин, общественный деятель, писатель, высокообразованный человек. Скорее всего, это человек, жертва, который принес себя во имя народа. Он родился в 1885 году в селе Бююк-Сунак. Это на берегу Сиваша, это Северный Крым. На сегодняшний день этой деревни нет. Родился он в семье крупного землевладельца. Представьте себе вот Джанкойскую деревню или Перекоп, да, это бескрайние степи, где нет ни одного деревца. И вот в этой природе, в этом, как говорится, пустом мире, да, мы скажем, пустынном мире, море цветов. Поэтому, наверное, и родилась его вот эта поэзия, стихотворение «Сары тюльпан», да, «Желтый тюльпан». То есть, видимо, настолько запечатлелось в его детстве вот это соцветие цветов. Его семья была семья богословов. Его дед, конечно же, был имамом Перекопского уезда, тогда говорили. Затем в 1883 году его отец назначается имамом в деревню Бююк-Сунак, где впоследствии он и женится. У него и дяди по стороне отца, они тоже были людьми религиозными, то есть служили в мечети. И говорят даже, что эта мечеть, которая была сооружена в Бююк-Сунаке, она долго-долго еще стояла. Она была ханских времен. Ну, а потом впоследствии разрушилась деревня. На сегодняшний день, к сожалению, этой деревни нет. У него детство прошло вот в таком мире любви к религии, к молитве и познанию истины. Но при этом он был очень трудолюбивым человеком. Отец Нумана Челебеджихана был очень добрым, щедрым человеком. Он занимался благотворительными делами, то есть помогал бедным. Если было связано что-то с землей, он обязательно эти проблемы решал. Архивные данные говорят о том, что до сих пор сохранилась их печать, то есть у них была даже печать, и было право подписи. Это о многом говорит. То есть Нуман Челебеджихан был из знатного рода. Ну, впоследствии, конечно, род этот обеднел, но все равно вот эта знатность и принадлежность, как мы говорим, белой кости, потому что говорили Ахсуек, Карасуек, то есть Нуман Челебеджихан принадлежал именно к роду Ахсуек. На то время руководство Российской империи закрывало повально везде школы, или же эти школы превращало в русскоязычные школы. Он школу не закончил в Бююк-Сунаке, и я думаю, что вот этот момент, конечно, перевернул многое. И даже этот факт можно прочитать в его рассказе «Молитва ласточек», о том, что школа, насколько она дорога. После этого переводят его в медресе Акчура, тоже Джанкойского района. У него было стремление учиться, он постоянно читал книги, если газеты где-то находил, и на русском языке пытался читать газеты. Потом он учился в школе Руштие, ну тогда эти школы были популярны. И, конечно же, это, наверное, так и должно было случиться на его пути. Он учится в Бахчисарае, в знаменитой школе Занджирлы медресе, где он полностью сформировался уже как человек мыслящий, человек, который хочет познать еще больше того, что он знает, и принести пользу. Выпускники школы Занджирлы медресе – это люди другого ранга, потому что все знаете, что Занджирлы медресе школа была после Гаспринского переформатирована, туда даже ввелся русский язык. Для чего? Для того, чтобы знали дети и иностранный язык. Даже во время учебы в Занджирлы медресе Нуман Челебеджихан читал всю русскую литературу. Его учителем, наставником был такой Энвер Ходжа. Он его очень любил, видимо, тоже человек очень прогрессивный,
мудрый. И он давал со своей библиотеки ему книги на русском языке, и так он познал очень много книг русских классиков. Читал турецкую литературу, потому что в Занджирлы медресе приезжали учителя из Турции, которые читали такие, как арабский язык, турецкий язык, богословские предметы. То есть это человек, который постоянно работал над собой. Ему было мало тех знаний, которые давались в школе. После окончания Занджирлы медресе, конечно же, он очень хотел учиться в Стамбуле. И он едет в Кезлев, ныне Евпатория, обращается к своим родственникам, которые помогают ему материально выехать в Стамбул, оформить все документы. Ну, по тем временам это действительно было очень сложно, получить паспорт и поехать учиться. Он приезжает в Стамбул в 2008 году, и, конечно же, он не сразу поступает в университет. Он 2 года учится. Мерджан Идиде – это средняя школа богословия. Он 2 года изучает снова же богословские науки. Но это тоже в дальнейшем ему очень пригодится. Он поступает на юридический факультет в Стамбульский университет. В Стамбуле, конечно, начинается абсолютно другая жизнь, потому что та динамика большого города Стамбула, да, и те движения, которые произошли уже к тому времени в Стамбуле, это младотурецкая революция, под влиянием которой и сформировался он, как его называли, пантюркист, потому что он волей-неволей, тогда вся прогрессивная молодежь поддерживала младотюркское движение, во главе которого стоял Энвер Паша, Талят Паша. Они были их идеалами. А как образовалось это младотурецкое тюркское движение? Опять-таки, это были выпускники европейских университетов. Это те турки, которые получили образование во Франции, в Сорбонне. Тут он знакомится с Джафером Сейдаметом. Джафер Сейдамет тоже известная личность, которая впоследствии тоже закончит в Сорбонне университет. Конечно, на него большое влияние оказал еще Шевки Бектория. Под влиянием вот этих младотюркских движений жизнь кипела, как говорится, хотя в материальном отношении жизнь в Стамбуле была очень сложная, но они как-то все равно идеями, наверное, своими жили. Они открывают или создают такой клуб крымско-татарской молодежи. Да? Но этот клуб, или как мы его называем, Берлик, да, единство, он бирал все. И литературу, и культуру, там они читали стихи азербайджанских поэтов, читали литературу, читали стихи Намыка Кемаля, который тоже был прогрессивным таким поэтом. Вот это младотюркское движение было в основе его формирования политических и общественных взглядов. Он состоялся как политик именно в Турции. Эта организация была тайная. Джафер Сейдамет и Нуман Челебеджихан были главным звеном этой организации. Создали манифест, даже написали конституцию молодого крымско-татарского государства, государства демократического. Потому что они даже переросли этот пантюркизм, зная о том, что они, вернувшись в Крым, будут жить в Крыму, а Крым – это многонациональное государство, да, или территория. То есть с учетом всех этих потребностей они создают конституцию, которая, конечно же, проявится уже на первом Курултае в 1917 году. Вот это видение всей ситуации, прогрессивные движения в то время турецкого общества, конечно, легли в основу его дальнейшей деятельности. Он умел, этот человек, вокруг себя создавать свой мир. Он был ядром этого мира. То есть это говорит о том, что это был действительно харизматичный человек. Вот лидерские способности, когда мы говорим о лидерах, да, что должно быть в лидере? Наверное, харизма. Харизма не внешняя, а именно внутренняя, которая сможет притянуть тех людей и сделать их соратниками.
А помыслы Нумана Челебеджихана, они всегда были чистыми. Я его даже где-то называю пацифистом, потому что он всегда пытался все решить мирным путем. В России начиналось свое движение, в Крыму тоже были, как проснулись такие националистические тоже движения. Может быть, не сколько испугавшись, а сколько, может быть, немного изменить свое видение после Турции. А что же там дальше? Я это рассматриваю таким образом, потому что Джафер Сейд Ахмед уезжает во Францию, в Сорбонн, а Нуман Челебеджихан едет в Петербург и поступает в медицинский институт на психоневрологический факультет. Опять-таки говорит о его неординарности. Да? Человек не выбирает обычный лечебный, да, факультет, он выбирает психоневрологический. Опять его интересует человек, как человек устроен, как он думает, как он может себя повести в той или иной ситуации. Его жизнь в Петербурге, к сожалению, долго не продлилась из-за безденежья. Он вынужден был вернуться в Крым, но есть такие даже воспоминания, якобы он писал, что он занимался дорожными работами. С Исмаилом Гаспринским он познакомился уже после приезда из Санкт-Петербурга. Он возвращается в Бахчисарай и устраивается на работу в Терджеман. Гаспринский проявил к нему особый интерес, потому что у него были прекрасные актерские способности. То есть был дан какой-то благотворительный ужин, и собралась вся знать Бахчисарая в то время. И Нуман Челебеджихан вышел и прочитал очень интересный рассказ, что один из богатых людей тут же пожертвовал огромную сумму обществу, да, то есть опять-таки говорит о его способностях этого человека. У него начался конфликт с таким очень известным человеком, он был в то время главой Бахчисарая, это Крымтаев, и всячески, которые еще в свое время с Исмаилом Гаспринским они не находили общий язык, то есть он всячески пытался газету закрыть, да. Первый конфликт произошел из-за этого. Крымтаев прикладывает все усилия, чтобы отправить его в армию. И Нумана Челебеджихана отправляют в армию, он служит в Одессе, а потом, конечно, начинается Первая мировая война. Он попадает, опять-таки, благодаря бумагам, да, Крымтаева, он попадает на Румынский фронт. И на фронте же началось вот это революционное брожение. Он начал формироваться именно там, да, то есть вот это все вместе, и военная служба, и богословие, и младотюркское движение. В человеке, видимо, настолько много всего накопили, и приехав в Крым, видя уже все это другими глазами, человек пытается что-то изменить, он хочет это изменить. Благо на его дороги были всегда его соратники, это Джафер Сейд Ахмед, Сабри Айвазов, Аблягиким Ильмия, то есть эти люди, которые всегда были с ним были заодно, то есть хотя у них тоже были какие-то конфликты, не конфликты, а разногласия с Али Баданинскими, да, то есть это совсем другая страничка истории, но опять-таки это люди были реформаторы, которые хотели изменить общество, создать новый Крым, новую государственную структуру, новую политическую структуру, в которой бы превалировали крымские татары. То есть восстановить юридические права коренного населения, которое его потеряло после аннексии. Это самые, я скажу, ярко-трагические страницы истории нашего народа, потому что небольшая группа крымских татар пытается изменить весь устой Крыма. Крымские татары понимали, что со старой властью им плохо, и от новой власти ничего не будет. Да? То есть они оказались в каком-то колпаке. Что делать? Тогда, конечно же, народ пошел за тем, где его защитят. Они увидели в Нумане Челебеджихане и в его движении
вот эту новую волну, да, волну, наверное, защиты. И не только крымские татары, даже не татарское население. На то время это русское население, да, кто там жил в Крыму, потому что когда шла советская власть, а советская власть или большевики, как мы говорим, это вооруженные восстания, все дается террористическим путем, да, я не боюсь этого говорить, потому что действительно, что такое террор? Это уничтожение. На то время действительно в стране было бесправие, пришло временное правительство, где они очень хорошо тогда договорились с Керенским, да, вот он был знаком с самим Керенским, они вели переговоры, да, но на то время уже и Керенский, и временное правительство утратили свои полномочия, приходит еще большая сила, да? Это армия крестьян, которые вышли из глубоких деревень, которые брали своей массовостью и толпой. И чтобы защитить Крым, нужно было государство грамотно, политически подкованное. И поэтому Нуман Челебиджихан со своими соратниками, видя вот эту обстановку, которая была вокруг него, принимает решение собрать вокруг себя таких людей, провести заседание, да, то есть был создан мус-исполком, мусульманский исполком, который был действительно в законодательном виде настолько сильным и настолько законно уполномоченным, что все его бумаги проходили. И даже был создан крымско-татарский батальон. Но не батальон, мы называем его Крымский полк, который охранял северные границы. И во главе этого полка был Джафер Сейдамет. Это большого стоило. То есть, а как этот полк был создан? Во время Первой мировой войны, когда наши крымские татары, молодежь, вынуждена была сражаться за идеалы капиталистических государств, Англии, да, там Англии, России, Франции и так далее, да. Из числа этих крымских татар собирается Крымский полк, и который долгое время защищает интересы крымских татар. Потом, конечно, он был расформирован. Вот эта деятельность, она настолько мешала местным властям, конечно, был первый его арест. Его привезли тогда еще в Симферополе, не в Севастополь. И когда узнают, по Крыму тут же разносятся известия о том, что Нумана Челебиева арестовали, засыпают его письмами. Письма даже пишут не только крымские активисты. Письмо написал на то время уфимский, он тоже деятель в России, Алимджан Бируди. Он даже оттуда пишет письмо, чтобы освободили Нумана Челебиева. 5000 человек моментально собираются у ворот тюрьмы, и Нумана Челебиджихана освобождают. Он даже сутки не пробыл. Конечно, 23 февраля знаменуется вообще во всей истории началом красного террора, я скажу, да, все февральские дни, да, шла вот эта разгульная жизнь в России, потом она перешла на Крым, и Челебиджихан, видя вот этот настрой, выступает с лозунгом «Крым для крымцев». Многие интерпретируют, как здесь, что понимать, для крымских татар или для крымцев. Нуман Челебиджихан здесь в этом плане был демократичен. Он решил объединить все крымские силы. В нее входили и армяне, и евреи, и русские, и украинцы, и, конечно же, крымские татары. То есть они решили защитить Крым от большевизма, видя в нем, конечно, ужасающую, страшную силу. Нуман Челебиджихан, он был действительно идеалистом. Он понимал революцию в чистом ее виде, что это свобода, свобода слова, права человека, да, которые не нарушаются, и равноправие. Он понимал революцию таким образом, но революцию без войны, да, революцию без оружия. Но когда, видя вокруг этого всего, когда стали собираться эти силы, да, такие как Гавен, Макроусов, та землячка, да, на Тачанке, и где шел разгул всей южной части Украины в то время, да, Херсонская губерния,
И все это потихонечку приходило в Крым. Эти разъяренные матросы, голодающая армия, которая грабила поселки, города. И договориться с этой властью он понял, что он не сможет. Да, у них между собой шли разногласия, между Джафером Сейдахметом, между Баданинским, да, то есть у каждого были свои выходы из данной ситуации, да. Но Номан Челебеджи-хан, конечно, он хотел все решить благодаря переговорам и различных компромиссов, но этого у него не получилось. Но в любом случае власти видели в нем враждебную силу, да, то есть они посчитали, что он хочет построить независимое крымско-татарское государство, радикальное, да, которое может им противостоять. Конечно же, он был арестован 25-26 января, тут же доставлен в Севастополь. Допросы его вел сам Гавен, то есть вот ему была такая оказана честь, да, допрашивать самого Номана Челебеджи-хана. И Гавен, говорят, до последнего еще сомневался, расстреливать Номана Челебеджи-хана или нет, потому что, ну, естественно, расстрел. И он не принимал решения. Он до последнего не принимал решения, потому что после каждой беседы с Номаном Челебеджи-ханом он видел в нем человека, сильного человека. То есть он умел убеждать. Я думаю, что вот эти его убеждения – это школа богословия, да, то есть, опять-таки, красноречиво разговаривать. Он закончил юридический факультет, и в конце концов он был врачом, пусть не с оконченным образованием, да. То есть Гавен здесь даже перешел на сторону Номана Челебеджи-хана, но приезжает землячка, говорит, что вы его еще держите? Да расстрелять, да? То есть все готовилось к его расстрелу. И тут ночью врывается толпа разъяренных матросов, тогда был поставлен атаку, убивать всех, кто против большевиков, да, и те без разбора начинают расстреливать всех заключенных в этой тюрьме. Самая горькая страница нашей истории, потому что вместе с этим рухнули, наверное, идеалы нашего общества крымско-татарского, потому что человек в идеале построил всю нашу систему. Если на сегодняшний день воспользоваться его манифестами и прочитать внимательно все документы, постановляющие Курултая о создании крымско-татарского государства, я думаю, что мы были бы идеальным государством. Номан Челебеджи-хан никогда и не задумывался, что его стихотворение станет нашим гимном. Наш гимн – это клятва. Стихотворение, да, сложное. У нас многие говорят, ой, какой у нас тяжелый гимн, почему вот мы? Да, он и не собирался этот гимн писать для того, чтобы восславлять. Это не гимн, это стихотворение рассуждения, да? Стихотворение, скорее всего, намерение, стихотворение требования и стихотворение горечь. И как оно родилось, опять-таки я, наверное, скажу о его образовании, потому что не так часто встречаешь стихотворение «Клятва». Кто клянется у нас? Клянутся врачи, и присягу дают военные. И ниет дают наши богословы. Они не называют это клятвой, а называют это ният. То есть, вот опять-таки, это весь Номан Челебеджи-хан. Он собрал вот это все, и он дал клятву. Клятву не каждый может дать. И клятву он дает, опять-таки, перед народом и готов пожертвовать. То есть он в 16 году, видимо, уже сам себе преднамеренно, да, предрек то, что с ним должно было произойти. Каждая строка этого гимна – это наша история. Я проанализировала каждое слово этого стихотворения. Боль. И он начинает «я поклялся». Да, и в каждом «мен ант эткенмен», «я поклялся», «поклялся», «поклялся».
И действительно, он клянется не сколько перед народом, а перед самим собой, потому что он клятву дает себе, а не народу. Это потом мы уже будем расценивать, сделал он свое дело или не сделал. Он сам себя в этом убеждает. Самые такие строки, которые меня взволновали, конечно, это «Эки кардаш бір-біріні көрмесін». Яда «Эки карда бузавалы чурсын». Братья друг друга видеть не могли. Ну что кроется в этих строках? Либо здесь завалы кардашлар, да, бедные братья. Здесь и тема миграции повальной, когда люди вынуждены были уехать с родной земли, потому что надо было избежать крепостного права, которого не было в Крыму, рекрут, солдаты забирали молодых людей, в основном бежали молодые люди за границу, да? И, конечно же, религиозные деятели, которые подверглись еще большей дискриминации. Получалось, из одной семьи, если кто-то имам, а кто-то не имам, одна семья уезжала. И в результате этого получалось, что эки хардаш, два брата себе, друг друга не могут видеть. Один за морем, другой на этой стороне. Посмотрите, какой большой смысл он вкладывает в этом. Когда говорят о лидерах, лидер должен быть таким, который сможет пожертвовать и положить жизнь во имя святой идеи. А идея у него, конечно, была чистая и реализуемая идея, если бы, конечно, не сложились такие горькие исторические моменты. Человек прожил 33 года. Что такое 33 года? Это совсем мало. Но он проделал длинный, плодотворный путь, который оставил, наверное, я не знаю, 33 тысячи идей, 33 тысячи смыслов, ну и 33 тысячи жизней.